Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. И перед выпуском по традиции расскажем коротко о самых главных событиях сегодняшнего дня. В Сухуми прошел международный молодежный форум «Молодая Абхазия». В нем приняли участие более чем 360 делегатов со всех районов страны. Заингурские соседи продолжают фальсифицировать нашу историю, в том числе тему происхождения абхазов. В Академии наук состоялась лекция, посвященная дискуссии об этногенезе абхазов. МИД Абхазии считает необходимым прокомментировать возбуждение уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера, госминистра Грузии Георгия Барамидзе в связи с его публичным высказыванием о военных преступлениях, совершенных против абхазского народа в ходе вооруженной агрессии Грузии против Республики Абхазия в 1992-1993 годах. Затрагивая тему обмена военнопленными в этот период, он заявил, что грузинская сторона не могла осуществлять обмен, поскольку у нее отсутствовали абхазские пленные. В частности, он сказал: «У нас не было абхазских пленных, потому что мы их расстреливали». После этих высказываний по обращению Государственной службы Грузии по делам ветеранов Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по статьям об измене родине и саботаже. Вместо конструктивного и ответственного осмысления событий прошлого, часть грузинского общества продолжает все так же отрицать совершенные преступления, цинично подменяя их политизированными интерпретациями. Решение Генеральной прокуратуры Грузии о возбуждении уголовного дела в отношении Георгия Барамидзе, принятие по инициативе лиц, которых абхазская сторона считает ответственными за развязывание войны против Республики Абхазия и совершение многочисленных преступлений против абхазского народа, носит очевидно политически мотивированный характер. Данное решение представляет собой попытку оказать давление на ту часть грузинского общества, которая спустя десятилетия показывает готовность к объективному осмыслению трагических событий прошлого и признанию совершенных преступлений. Попытки ограничить публичное обсуждение исторических фактов не способны изменить историческую память и объективную оценку произошедших событий. Впервые в истории Великого национального собрания Турции депутаты 8 партий от крайне правого до крайне левого крыла выпустили в стенах парламента совместным заявлением в поддержку деизоляции Абхазии. Эта тема объединила политические силы с кардинально разными взглядами. Пресс-конференция, состоявшаяся 5 августа в здании парламента, была организована по инициативе участников кампании «Положим конец изоляции Абхазии». Она стала продолжением беспрецедентной по своему масштабу акции абхазской диаспоры в Турции, продолжающейся с конца июня. Заявление в поддержку требований диаспоры поддержали и зачитали депутаты, представляющие оппозиционный сегмент турецкого парламента. Если ранее тема деизоляции поднималась в выступлениях отдельных политических блоков и общественных организаций, то теперь она впервые прозвучала как совместная консолидированная позиция части депутатского корпуса. Ключевые требования, озвученные на пресс-конференции, полностью совпадают с позицией диаспоры и поддержавших ее политических сил. Признать абхазские паспорта действительными документами для пересечения турецкой границы. Установить прямое морское и воздушное сообщение между Турцией и Абхазией. Продолжают предприниматься все необходимые меры для нормализации сохраняющейся непростой ситуации в топливной отрасли. Ведется ежедневный мониторинг, сообщает Минэнерго Абхазии. В целях поддержания баланса спроса и предложения в рамках предпринятых мер с 6 августа началась реализация бензина на некоторых небольших частных заправочных станциях в восточной части республики. Также продолжаются отгрузки топлива с нефтеперерабатывающих заводов в России. Новые партии поступили в республику вчера. Вместе с тем сохраняются внешние факторы, которые могут ежедневно вносить корректировки в запланированные графики отгрузки и поставок. По мере поступления новых партий и насыщения внутреннего рынка, работа по расширению охвата заправочных станций, реализующих топливо, будет планомерно продолжаться.
Премьер-министр Владимир Делба подписал постановление, определяющее правила эксплуатации и охраны автомобильных дорог, порядок установления и использования полосы отвода автомобильной дороги республиканского значения. Решением правительства определена граница полосы отвода для автомобильных дорог, которая установлена в размере 30 метров с каждой стороны от края проезжей части. В пределах этой полосы без официального согласования с уполномоченными органами запрещается строительство любых объектов, а также проведение земляных и иных видов работ. Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. Члены комиссии обсудили рекомендации по увековечению памяти видного общественного деятеля, доктора исторических наук Георгия Дзидзария. Комиссия направит письмо в Сухумское городское собрание с предложением выделить место для установки памятника ученому. По причине отсутствия заявок члены комиссии рассмотрели вопрос о продлении сроков открытого конкурса на лучший проект памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапше в городе Ачамчира. Комиссией также продлены сроки проведения открытых международных конкурсов на лучшие проекты памятников Дмитрия Гулия для установки в селе Адзюбжа Чемчирского района, в парке Аллея Дружбы, а также во дворе Тамышской средней школы имени Гулия. Конкурса на лучший проект бюста поэта Юы Когоня в целях установки его на мемориале в сквере средней школы села Кутол Ачимчирского района. Международного открытого конкурса на лучший проект скульптурного изображения народного поэта Абхазии Рушни Смыр. Открытого конкурса на лучший проект скульптурного изображения основателю населенного пункта Гал Кецбат Лабгану в городе Гал. Государственная комиссия по монументальному искусству поручила Министерству культуры утвердить положение о конкурсах и обеспечить информирование общественности о сроках указанных конкурсов. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание с заместителями, руководителями ряда ключевых управлений ведомства. Главной темой встреч стали дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в курортный сезон, который постепенно входит в пиковую фазу активности. Подробности в материале пресс-службы ведомства. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание с заместителями министра, руководителями ряда ключевых управлений ведомства. Главной темой встречи стали дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в курортный сезон, который постепенно входит в пиковую фазу активности. Роберт Киут особо подчеркнул, что безопасность – ключевой фактор для комфортного отдыха туристов и спокойной жизни местных жителей. В разгар летнего курортного сезона мы фиксируем увеличение количества отдыхающих в стране, что нам позволяет считать необходимым усилить работу по патрулям нашим. Как мы видим, появляются новые локации массовых скоплений людей, которые на сегодняшний день не прикрыты нашими силами, с учетом чего предлагаю нам расширить географию нашей деятельности, а также привлечь дополнительные силы, которые у нас есть в резерве. Необходимо, чтобы каждый наш гражданин, каждый прибывающий турист ощущал себя в безопасности, заявил глава ведомства. В ходе совещания министр обозначил приоритетную тактику работы. Ее суть заключается в том, чтобы не просто реагировать на происшествия, а предотвращать их за счет внезапных и оперативных проверок в местах массового скопления людей. Особое внимание, по словам Роберта Киут, необходимо уделить городам, которые являются ключевыми туристическими центрами республики – Сухому, Гагре и Новому Афону. Именно здесь в курортный сезон фиксируется наибольший поток отдыхающих, а значит и потребность в повышенных мерах безопасности. По итогам совещания вице-премьер-министр поручил штабу Центрального аппарата Министерства внутренних дел подготовить детальный план реализации озвученных мер. Исполнение поручено заместителям министра Руслану Ажиба, Беслану Чкадуа, Ращу Цвижба. Уже в ближайшее время будут представлены конкретные предложения по формированию совместных патрулей, маршрутам их дежурств и механизмам взаимодействия между различными подразделениями. Власти рассчитывают, что принятые меры позволят не только минимизировать риски, но и укрепить доверие граждан и туристов к работе правоохранительных органов.
Вице-премьер Майя Цыбулевская и министр социального обеспечения и демографической политики Кама Адзенба посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов. Цель визита – ознакомиться с проведенной работой и подготовкой к открытию корпуса повышенной комфортности. Дом-интернат для престарелых и инвалидов – государственное учреждение, которое напрямую финансируется из республиканского бюджета. В настоящее время в нем проживают 48 человек, еще двое находятся в процессе оформления. Возраст самого старшего постояльца более 90 лет. Я приехала сюда, чтобы познакомиться, чтобы самой увидеть воочию, как обстоят дела с условиями пребывания людей здесь, в целом с обеспечением того, что нужно, чего недостаточно. Ну и плюс ко всему для себя увидеть и понять, что есть, чего нет и что нужно. Учреждение, которое сейчас мы посетили, да, дом престарелых и инвалидов, это одна из таких важных точек нашей работы и взаимодействия в этой сфере, как и весь социальный блок, потому что забота о взрослых, тем более взрослых, которые по определенным жизненным обстоятельствам остались вне того присмотра, который семья может им обеспечить, это наш долг, наша задача. Министерство соцобеспечения и демографической политики – это то ведомство, которое ежечасно отвечает на все те нужды и точковые необходимости, которые поступают отсюда. И, конечно, это тот вопрос, который требует дальнейшего взаимодействия, дальнейших решений. Но я вам хочу сказать, что те условия, которые я увидела здесь сейчас, особенно в новом корпусе, это действительно то место, где счастливую еще долгую жизнь могут провести постояльцы этого дома. Молодые, целеустремленные, с горящими глазами. В Сухуми прошел международный молодежный форум «Молодая Абхазия». В нем приняли участие более чем 360 делегатов со всех районов страны. Также избран новый председатель движения. Им стал Саид Куланба. Представлен обновленный план работы. Мероприятие прошло в Вагу. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Перед началом международного молодежного форума «Молодая Абхазия» его участники возложили цветы к памятнику сотрудникам и студентам Абхазского госуниверситета, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Торжественная часть форума открылась в актовом зале АГУ звучанием государственного гимна республики. Здесь собрались те, кто стоял у истоков движения, и те, кто только делает первые шаги в общественной жизни страны. Ровно 18 лет назад молодые, энергичные и целеустремленные активисты создали организацию, объединившую мечты о созидании и процветании Абхазии. Тогда они и представить не могли, во что выльется это движение. Многие из тех, кто начинал путь в молодой Абхазии, сегодня успешно работают на благо государства. Настало время передать эстафету новому поколению. Однако основатели и первые руководители движения всегда остаются рядом, обеспечивая преемственность традиций. Вы знаете, с чего начиналась молодая Абхазия? Молодая Абхазия начиналась с идеи, с зерна, которая поселилась в душах и умах горстки людей. Аляс, ты помнишь, как мы писали проект молодой Абхазии? Мне папа подарил ноутбук, и мы, сидя с Алясом в парке напротив администрации города Сухум, писали на лавочке, прописывали идею, концепции, мысли. Мы тогда и не предполагали, что сегодня, спустя 18 лет, мы увидим вот то, что мы видим сейчас. Мы просто хотели что-то делать и творить. Молодая Абхазия – это семья. В молодой Абхазии родились семьи. В молодой Абхазии родились наши первые дети. И они сегодня, для меня это великое счастье, они сегодня вступили в ряды этой организации. Это тоже великое достижение, друзья мои. Я хотел бы пожелать вам мира. Это самое главное сейчас. Я с молодой Абхазией знаком не понаслышке. Всегда считал частью себя ее, потому что
В единой молодежи я видел развитие нашей страны. Я видел, как они самоотдачей делали ради товарищества, ради республики. И та пауза, которая вынуждена случилась, я думаю, что она была не зря, потому что это было для них испытание, и они не перестали между собой общаться, дружить, развиваться, поддерживать друг друга. Поэтому в каждой отрасли сегодня в Республике Абхазия, не только в Республике Абхазия, вы можете найти тех ребят, которые были к этому причастны. На учредительном съезде молодой Абхазии присутствовало 364 делегата со всех районов республики, что подтвердило правомощность принятых решений. Новое поколение активистов представило обновленный устав и правила организации. Мы убрали все устаревшие нормы и детально прописали юридические механизмы. Наша организация работает исключительно в интересах молодежи и общества. Мы снижаем возраст вступления в организацию с 18 до 14 лет, чтобы юноши и девушки от 14 лет могли активно включаться в наши проекты. Мы предусмотрели прозрачный механизм участия при согласии родителей. Это позволяет нам привлекать энергичную молодежь еще со школьной скамьи. Для юношей и девушек, только вступающих в ряды молодой Абхазии, участие в движении – это реальная возможность реализовать свой потенциал в самых разных сферах на благо страны. Молодая Абхазия дала мне новые знания, стремление к моим целям и достигать того, что я хочу в будущем. Для меня молодая Абхазия значит огромную возможность улучшать взаимоотношения между российской и абхазской молодежью. Также огромную возможность реализовывать многие молодежные проекты, которые могут стать действительно огромным вкладом в развитие Абхазии. В рамках съезда состоялись и выборы руководства. Новым председателем движения «Молодая Абхазия» был избран Саид Куланба, выпускник факультета истории и международных отношений АГУ. Он имеет солидный опыт работы в профильных комитетах Гудаутского района, Сухума и Госкомитете по делам молодежи и спорту. А в мае 2026 года стал депутатом молодежного парламента. Мы будем активно заниматься популяризацией здорового образа жизни и массового спорта, профилактикой вредных привычек через спортивные и просветительские мероприятия. Отдельное внимание уделим традиционным нравственным ценностям абхазского общества, формированию и уважению к национальному культурному наследию и внедрению принципов Апсура в современную молодежную среду. Важнейшим направлением станет создание устойчивой сети сельских молодежных представительств, чтобы работа шла не только в центре, а во всех уголках нашей страны, во всех районах, на всех местах. Это обязательная процедура, учитывая то состояние, в котором у нас сегодня находится молодежь сельской местности, учитывая те возможности, которые у нас есть уже здесь в центре, мы должны и обязаны масштабировать их по всем районам. Молодежная политика в Абхазии выходит на новый уровень. И у молодежи республики сегодня появились новые возможности для развития и реализации своих идей благодаря участию в российских грантовых конкурсах, отметил вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Тарач Хакба. Для нас сотрудничество с Росмолодежью – это доступ к лучшим образовательным стандартам, грантовым программам, методическим наработкам и доступ к большим проектам. Мы видим вас надежного друга и готовы выстраивать системную совместную работу на годы вперед. Среди почетных гостей форума чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что главная цель события – вовлечь каждого молодого человека в общественную работу, и поблагодарил представителей российских федеральных молодежных центров за готовность делиться опытом. Это говорит о очень правильном подходе и задаче, которую ставит президент республики. А Абхазия, Бадр Зурабович, понимает, что будущее республики сидит здесь. И если государство не будет заниматься воспитанием молодежи, общеизвестная истина, будет заниматься этим наши враги. Мы не можем этого допустить. Я очень благодарен своим коллегам, руководителям лучших российских проектов, которые существуют в Российской Федерации, как
федерального уровня, так и регионального, которые сюда приехали. И я очень надеюсь, как мне кажется, вот это важное, чтобы вот молодежь, которая собралась здесь, если понравятся эти проекты, она вовлечется и станет проводниками их реализации, их продвижения среди всей молодежи. Замглавы Росмолодежи Денис Аширов зачитал участникам молодежного форума приветственный адрес от Сергея Кириенко. Первый замруководителя администрации президента России отметил, что народы Абхазии и России прочно связаны едиными ценностями, традициями и дружбой. И особую роль в укреплении этих отношений всегда играла молодежь. Именно вам, талантливым, целеустремленным молодым людям, предстоит вместе строить будущее наших стран. Объединяющих лидеров общественных организаций, экспертов в сфере гуманитарного сотрудничества, молодежной политики и зарубежных партнеров, форум стал пространством для обмена опытом, вдохновением и новых совместных инициатив, открывая новую страницу в истории молодежного движения Республики Абхазия. Уверен, что здесь каждый из вас сможет найти единомышленников, получить поддержку. Пусть эти дни станут для вас временем открытий. Молодая Абхазия продолжает свой путь. До конца года планируется реализовать 5 масштабных проектов, посвященных патриотическому воспитанию, культуре, творчеству и национальным ценностям. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Международный молодежный форум «Молодая Абхазия» продолжил работу по 5 ключевым направлениям государственной молодежной политики для активистов из Абхазии, России и Южной Осетии. На площадке молодежные проекты и программы директор ресурсного молодежного центра презентовала грантовые конкурсы. Представитель программы «Больше, чем путешествия» раскрыл их образовательный потенциал, а представитель российских студенческих отрядов поделилась опытом участия в их программе. Действительно был живой диалог, и у ребят очень отрадно появились вопросы, предложения по работе наших программ, проектов совместных, потому что нам важно исходить из того, что нужно молодежи. Не навязывать свои какие-то протокольные шаблонные мероприятия, а именно слушать молодежь, что у них есть сейчас потребности, какой запрос для активности, и уже под них формировать тот продукт, которым они воспользуются. Спикеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, организации «Народный фронт» и Центра «Воин» на сессии служения как норма жизни презентовали проекты по добровольчеству, патриотическому воспитанию и социальной ответственности, предложив участникам мастер-классы по сборке оружия, первой помощи и управлению дронами. Мы рассказали об основных инициативах, об мероприятиях, которые реализуют организации, такие как Всероссийский студенческий корпус спасателей, Народный фронт, Центр патриотического воспитания «Воин». Рассказали им об основных мероприятиях, о методиках работы с детьми и молодежью, о тех методах подготовки наших добровольцев либо курсантов, которые участвуют как в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации, как в обеспечении безопасности при проведении различных мероприятий. Для нас очень приятно прошла беседа. Нам задавались различные вопросы, на которые мы охотно отвечали. И я надеюсь, что довели всю основную информацию до ребят и готовы поделиться опытом и развивать смежные направления у вас. Патриотическое воспитание молодежи – это приоритет любого государства. Есть известное изречение: если хочешь победить своего врага, воспитай его детей. Поэтому патриотическим воспитанием молодежи нужно заниматься государству в первую очередь, потому что если не будем заниматься мы им, то будут заниматься им наши враги. Поэтому будущее нужно воспитывать на системной основе. У нас сегодня 50 собственных образовательных программ в Центре «Воин». Мы готовы с коллегами поделиться. Также будем совместно организовывать и проводить военно-спортивные игры. И кроме этого, данное соглашение предусматривает возможное оказание имущественной поддержки Центру Абаск. И мы планируем приобрести для Центра Абаск материально-техническую базу для учебного процесса, такую, которая сегодня также вот у нас в Центре «Воин» используется для образовательного процесса курсантов. Эксперты сессии «Работа международных СМК. Риски и вызовы современности» разобрали методы противодействия информационным угрозам и роль искусственного интеллекта, подчеркнув, искусственный интеллект – это эффективный инструмент, но он не способен заменить человеческую душу и уникальный авторский взгляд. В нынешний век и особенно для
СМИ, информационных агентств практически нереально полностью закрыть. Утечку информации. Я не знаю, как там у программистов, хотя вот недавно слышал, что программисты тоже используют искусственный интеллект для создания кода. Вот. Каким образом потом понять, какой код создан искусственным интеллектом, я вообще со страхом смотрю в момент, когда искусственный интеллект сам будет ставить себе задачи. Участники площадки «Патриотическое воспитание молодежи» обсудили методики работы с подрастающим поколением, сохранение исторической памяти и современное понимание патриотизма как осознанного труда на благо своего края. Руководитель Центра развития КВН Руслан Волошин и вице-чемпион высшей лиги Павел Кудрявкин провели мастер-класс по КВН-движению, разобрав творчество как мощный трамплин для карьеры. Кульминацией образовательной программы стало главное пленарное заседание с участием статс-секретаря, заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова, председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараса Хагба, а также Ахры и Аляса Авицба. Спикеры провели дискуссию о государственных мерах поддержки, проблемах кадрового дефицита, уважении к старшим и важности сохранения родного языка. Нас многое куда пускают, нас многое что нам дают. Но мы почему-то перестаем это ценить, перестаем это в себя впитывать и передавать. Вы понимаете, что это не вам дают, это вашему поколению, чтобы вы передали следующему. Вы должны, коль туда поехали, максимум впитать, а поехать взять те знания, которые там дают, привезти их домой и распространить среди своего возраста, передать следующему. Это ваша прямая обязанность. Завершился вечер подписанием ряда соглашений между абхазскими и российскими организациями. «Молодая Абхазия» и Народный фронт договорились о совместных социально значимых проектах, форумах и научных конференциях для развития добровольчества и лидерских инициатив. Абхазский корпус молодых специалистов и Всероссийский студенческий корпус спасателей закрепили партнерство в сфере безопасности и жизнедеятельности. Организации будут проводить совместные учения, развивать спасательные отряды и обучающие программы. Объединение «Абазский центр воин» объединят усилия в военно-патриотическом воспитании и спортивной подготовке молодежи, включая обмен специалистами и участие в совместных соревнованиях. Подписанные документы закладывают прочный фундамент для разработки практических дорожных карт и долгосрочных двусторонних проектов. Ирина Богателия, Заурлиев, Раму Камке, Абхазское телевидение. Единство. В Минтуризма обсудили проект взаимодействия ведомства и АГУ по вопросам подготовки кадров для туристической отрасли. В встрече приняли участие министр туризма Астамур Логуа и заведующая кафедрой финансы и кредит АГУ Амра Кваранзе. Прямых аналогов в вышеупомянутой образовательной программе нет в других вузах, в том числе и российских. Программа разработана на базе экономического факультета АГУ. Она представляет собой уникальное сочетание финансовых и управленческих навыков, адаптированных к узкоспециализированной туристической сфере. Подробности в материале Айлиты Арутюнян. Абхазия находится в конкурентной борьбе за туриста. Если не повышать уровень сервиса и качество предложений, а также не создавать условия для того, чтобы гости уезжали с теплыми и добрыми эмоциями, стране будет трудно успешно развиваться в туристической сфере. Сегодня республике необходимы специалисты современного уровня. Подготовке кадров может помочь Абхазский государственный университет. ВУЗ предлагает современную магистерскую программу по направлению подготовки экономика и финансы туристско-рекреационных систем. Очень рады быть соучастными к этому процессу, на всех уровнях готовы поддержать, как привлекая интересных специалистов, коллег наших, так и представителей туристической сферы, которые будут полезны для будущих абитуриентов. Программа сочетает фундаментальную экономическую подготовку с узкой отраслевой специализацией и ориентирована на подготовку высококвалифицированных аналитиков и управленцев, способных осуществлять финансово-экономическое обоснование, планирование, оценку и эффективное управление проектами и предприятиями в сфере туризма и гостеприимства. Сейчас я обращаюсь к нашему обществу, к нашему бизнесу. Я знаю, что сегодня, пользуясь
пользуются популярностью. Люди, которые, открывая или готовясь к открытию каких-то своих объектов, уже отправляют на повышение квалификации, на стажировку людей за пределы Абхазии. У нас сейчас появляется возможность подготовить своих специалистов не у себя дома, в Абхазском государственном университете. Поэтому хочу обратиться к абхазскому бизнесу, который развивается в сфере туризма. Нам надо всем вместе повышать уровень сервиса, повышать уровень компетенций. Поэтому предлагаю вам стать участниками данной программы. Магистранты будут обучаться у практиков финансовой и туристической сферы, ведущих преподавателей АГУ и российских вузов. Начнем с того, что наше государство в качестве приоритетного направления деятельности и задачи ставит перед собой развитие туристической отрасли. Это вполне обоснованно и понятно, потому что туризм – это, конечно же, локомотив нашей абхазской экономики. Министерство по туризму ведет большую работу в этом направлении по расширению туристического потока, по модернизации туристической инфраструктуры. Сегодня разрабатывается закон о туризме. В ближайшее время планируется ввести обязательную классификацию отелей. Кроме того, в государстве работают программы по развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Вполне успешно, на мой взгляд. Выпускники в дальнейшем смогут построить карьеру финансового аналитика и менеджера в туроператорской компании и отелях, руководителя проекта по созданию новых туристических продуктов и инфраструктуры, реализовать себя как предпринимателя, способного самостоятельно рассчитать и привлечь финансирование для своего проекта в туризме. Это магистратура, выйдут они уже оттуда магистрами по направлению экономика. И это специалисты, которые могут реализовать свои профессиональные навыки в качестве финансистов и управленцев в туристско-рекреационных системах, в органах госуправления или начать свой бизнес и развивать свой бизнес. Причем они получат навыки не только умение работать по алгоритму, а самое главное, наша задача сделать из них управленцев, которые умеют принимать правильные и эффективные решения в этой отрасли. Очень важно, что образование дает возможность найти будущего работодателя и стать членом большого профессионального сообщества в сфере туризма. На данную программу объявлен набор. Бюджетных мест 3. На платной основе 9 мест. Среди преимуществ программы – престижная востребованная профессия, уникальное сочетание финансовых и управленческих компетенций с пониманием специфики туристического рынка и не только. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Ялте объявлен отбой опасности по безэкипажным катерам. Ранее днем в Ялте прошла операция по разминированию Бека. Катер был подбит и выброшен на берег. Всех жителей и гостей города попросили покинуть район Приморского парка. Подробности в материале корреспондента Арти. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, попытавшись атаковать курортную зону. На этот раз целью стал Крым, город Ялта, излюбленное место отдыха нескольких поколений россиян. Иными словами, там нет никаких военных объектов, и все в Ялте предназначено для обслуживания миллионов отдыхающих, приезжающих сюда каждый год. В районе Ялты был замечен безэкипажный украинский морской катер «Дрон», который был оперативно перехвачен. Его выбросило на берег, и по данным местных властей была начата операция по его обезвреживанию. Местных жителей и туристов призвали эвакуироваться с прилегающей территории на время нейтрализации смертоносного беспилотника. В очередной раз трудно определить какую-либо иную цель этого украинского дрона, кроме как кошмарить отдыхающих. Там нет абсолютно никаких стратегических объектов, за исключением яхт, туристов и различных развлекательных заведений. Однако, судя по тому, что мы наблюдаем в последнее время, именно чистый террор и является главной целью киевского режима. Так, чуть ранее на этой неделе 7 человек погибли, 3 из них дети, после того, как украинский дрон нанес удар по другому российскому курортному городу Геленджику. Еще 21 человек, включая 3 детей, получил ранения. К слову,
Все эти теракты преподнесены киевским режимом как некая победа на поле боя, в то время как украинская армия остается абсолютно бессильной против российских войск. Роман Косарев, РТ, специально для АГТРК. План мероприятий дирекции Сухумской набережной представлен Тимуру Агарба. В июле месяце в ходе торжественного открытия набережной президентом Бадре Гунба, первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко и главой администрации города Сухум Тимуром Агарба было принято стратегическое решение о создании дирекции Сухумской набережной и парков. Ключевой целью учреждения является организация событийных мероприятий на различных прибрежных локациях. Все это призвано обеспечить развитие круглогодичного туристического потока в столице республики с целью изучения лучших практик и наработанного опыта субъектов Российской Федерации. По инициативе Сергея Кириенко была организована рабочая поездка делегации в составе 21 человека в Нижний Новгород, Казань и Москву. В ходе визита участники ознакомились с функционалом и механизмами работы аналогичных дирекций, изучили подходы к управлению общественными пространствами и организации культурно-массовых мероприятий. По итогам проведенных мероприятий делегация сформировала проект организационной структуры дирекции Сухумской набережной, а также разработала предварительный календарь событий на 2026-2027 годы. В ходе рабочей встречи уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой Беловой обсудили проведение совместных смен для детей из семей, подготовку специалистов, развитие семейной медиации и реализацию проектов для подростков. Отдельное внимание уделили вопросам разрешения семейных споров. Российская сторона поделилась опытом работы аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка в сфере медиации и рассказала о том, как этот инструмент помогает родителям находить взаимопонимание и договариваться. В Академии наук Абхазии состоялась лекция, посвященная дискуссии об этногенезе абхазов, которая в настоящее время приобретает особую актуальность. Мероприятие было организовано Академией наук Абхазии. В дальнейшем планируется проводить подобные встречи, в рамках которых ученые Абхазии смогут обсуждать актуальные вопросы. Милана Агарба расскажет подробности. Теория Ингороквы – это радикальная историческая концепция, согласно которой современные абхазы не являются коренным населением Абхазии, а переселились туда с Северного Кавказа лишь в 17 веке. Эта гипотеза была сформулирована грузинским литературоведом Павлом Ингороквой в 1940-1950-х годах. В современной науке теория Ингороквы признана ошибочной, ненаучной и политизированной. Она отвергнута как абхазскими, так и ведущими российскими западными большинством современных грузинских историков. На сегодняшний день в блогосфере наблюдается активная антиабхазская пропаганда со стороны грузинских пользователей. Теория Ингороквы после долгого периода спячки такой, она вдруг снова возродилась, усиленно поддерживается и становится основным грузинским нарративом, но на уровне общественного сознания, на уровне общества. Вот. Я скажу немножко о других тоже слоях общества, но в основном, если посмотреть на блогосферу, на разные уровни представления грузинского общества или грузинских представителей в Абхазии, то эта теория доминирующая. Вячеслав Чирикба отметил, что публикация книги Ингороква вызвала сокрушительную критику со стороны видных абхазских ученых. Сейчас в блогосфере все мы знаем, все мы видим, что шквал, цунами антиабхазской риторики, нарратива, пропаганды. Просто из Грузии идущие. Просто шквал. Такого вот я не помню в свое время. Вот. И он значит, происходит на разных уровнях. На обыденном уровне, там, студенты какие-то, там, значит, ну, просто обыватели, но также и на выше, даже вот и сейчас появилось много роликов, профессионально сделанных с помощью искусственного интеллекта на хорошем русском языке. Очень много роликов, историческую тему. Кто такие абхазы, откуда они взялись, кто победил, кто выиграл грузино-абхазскую войну, значит, кто взял Сухум. В общем, многие темы, которые, значит, абсолютно как его умаляют, нивелируют роль абхаза вообще в своей собственной истории.
В результате длительных языковых контактов между абхазами и мигрелами в лексический фонд абхазского языка проникло значительное количество мигрельских слов. В то же время влияние абхазского языка на мигрельский носило более глубокий характер. Также вот историк Лежава, вот он тоже из Абхазии, но он Григорий Лежава, он в Москве он работал. Он даже написал статью о том, что вообще, где он рассматривает генезис теории Гороквы. Он называет его теорию сознательной фальсификацией. Он считает, что это было ответом на сепаратистские устремления абхазов. Поэтому ему пришлось придумать теорию, чтобы вот эти сепаратистские тенденции на них ответить, да? Цель доклада – критический анализ концепции, выдвинутой в литературе Павла Ингороква. В ходе анализа рассматривались ключевые идеи и аргументы автора, их соответствие историческим фактам и контексту, а также влияние на современное понимание абхазской культуры и истории. Милана Агарбе, Аруна Чагава, Заурлиев, Абхазское телевидение. Расширенный материал лекции Вячеслава Чирикба смотрите в сегодняшнем выпуске нашей программы. 7 августа текущего года Банком Абхазии в связи с неисполнением кредитной организации ООО КБ «Гагра-Банк» законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка Абхазии, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение года применение кредитной организации мер, предусмотренных законом о Национальном банке Республики Абхазия, отозвана генеральная лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гагра-Банк». Кредиторам необходимо заявить о своих претензиях в письменной форме в ООО КБ «Гагра-Банк» по адресу город Гагра, улица Демирджипа, 28А. Шоумен, телеведущий, исполнитель песен Ливан Тодуа навестил постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Сухуми и пришел не с пустыми руками, а с небольшими подарками. О том, как прошла встреча, расскажет Шазина Ханагуа. В доме-интернате для престарелых и инвалидов ценят не столько вещи, сколько минуты человеческого тепла. Те самые мгновения, когда чувствуешь, ты не одинок, твой голос слышат, а историю готовы слушать без спешки. Именно такие минуты подарил постояльцам Ливан Тодуа. Кто-то из жильцов сразу узнал в гости популярного шоумена, телеведущего, исполнителя песен. И на лицах тут же загорались радостные улыбки. Кто-то просто наслаждался живым разговором, а заветный автограф стал маленьким символом этой теплой встречи. Напоминанием о дне, когда к ним пришли не по обязанности, а от души. Телевизор теперь станет поводом собраться вместе, обсудить новости, вспомнить старые фильмы. Чайники соберут их за одним столом, чтобы снова поговорить, посмеяться, поделиться тем, что накопилось на душе. А постельное белье и подушки подарят уют и спокойствие, в которых так нуждаются в зрелые годы. Для Ливана делать добро не просто поступок, а естественное состояние души. У меня есть большая проблема у самого. Я всегда и очень часто об этом говорю. Я боюсь старости. И никто не может старости избежать. Это физиология, к большому сожалению. И я был глубоко удивлен, насколько здесь идеальная чистота. Мне даже разрешили, показали кухню, как их хорошо кормят. Да? Это, наверное, заслуга и директора дома престарелых, и нашего государства. Здесь есть люди, которые 14-15 лет живут, и они говорят, это их родной дом. Они меня так тепло, радушно приняли. И я бы, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что мы договорились с директором, что 1 сентября у них будет открытие какого-то нового корпуса. Они меня позовут, я бы хотел бы приехать с небольшим концертом и выступить именно для людей, которые здесь живут. Ливан Тодуа уже 22 года живет в Москве. Он подчеркивает, что судьба Абхазии интересует его не только на словах. Он старается поддерживать земляков конкретными делами. Идея посетить дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме появилась у Ливана 3 года назад. Как и обещал со сцены, часть средств от продажи билетов на шоу «Я пришел» он передал на благотворительность.
ответственность. Я хотел бы еще больше делать, но я не меценат, я всего лишь артист разговорного жанра, телеведущий, исполнитель. И когда у меня появляется возможность, как и я сказал со сцены Абхазской государственной филармонии, что часть денег после затрат пойдет на благотворительность, я это сделал. Для меня это важно. Так я хочу. Меня никто не просил. Мне никто не сказал, что я должен сделать. Я никому ничего не должен. Это состояние моей души. Я хочу, я это делаю. И в следующий год тоже обязательно он будет благотворительным. Скорее всего, наверное, я приеду тоже с какой-то миссией, с какими-то небольшими подарками. То, что в моих силах будет именно для дома престарелых. Это очень важно, когда ты умеешь услышать, потому что зрители и люди, вообще артиста принимают вот в лучах славы, аплодисменты, софиты. Нет, я немножко, когда все это заканчивается, когда гаснет свет, когда выключаются софиты, перестают аплодировать, я тогда задумываюсь о каких-то глобальных проблемах, которые бы я мог бы чуть-чуть решить, чем-то помочь. И я всегда прошу Бога Господа, дай мне столько денег, чтобы я мог еще больше делать именно для своей исторической родины, именно для Абхазии. Даже маленькое добро способно изменить чей-то день, а иногда и всю жизнь. Этот визит стал не стремлением к самопиару, а искренним жестом доброты, небольшим примером, который, возможно, вдохновит и других. Директор дома-интерната Анна Кварча поблагодарила Ливана за оказанную поддержку. Учреждение социальной направленности, и поэтому каждая помощь, и маленькая, и большая, нам очень важна, потому что у нас очень много тяжелобольных людей, и поэтому я благодарна всем людям, которые приходят с подарками. Но сегодня, конечно, я хочу поблагодарить Ливана Тодо. Это была его личная инициатива прийти с подарками нам. Конечно, мы огромное ему спасибо за это, и пусть таких, как он, будет у нас в Абхазии больше. Он еще обещал прийти к нам с концертом попозже. Мы будем с удовольствием его ждать. Этот визит оставил в стенах дома-интерната для престарелых и инвалидов особый свет. Пусть день сменится ночью, а будни вновь пойдут своим чередом. В памяти людей надолго сохранятся тепло этой встречи и мысль о том, что доброта всегда находит дорогу к сердцу. Шазина Ханагуа, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу днем без осадков, а вечером может пойти дождь. В воскресенье гроза. Температура воздуха ночью 20-25, днем 26-31 градус тепла. Температура морской воды плюс 26-27 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч!